Здравствуйте! В эфире новости спорта. В студии Наталья Сарай, чемпионка Дальнего Востока Республики Саха-Якутии по бодибилдингу. Российский боец UFC Никита Крылов выступил в поддержку Федора Емельяненко, который досрочно проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте финала Гран-при Беллатор в тяжелом весе. Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. Мне кажется, или когда Жозе Алдо проиграл Конору за 13 секунд, его в России поддерживали больше, чем Федора сейчас. За 35 секунд до поражения Федор был бойцом, который смог в 42 года стать чемпионом второй организации в мире и выиграть 3 боя за 9 месяцев. А теперь он получает советы, где ему тренироваться и когда уходить, заявил Крылов. Президент UFC Дейна Уайт считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов получил слишком суровое наказание. Его слова приводит портал MMA Fighting. Во вторник Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянину придется выплатить штраф в размере $500 тысяч. Срок дисквалификации мог быть сокращен до 6 месяцев, если бы боец согласился сняться в социальной рекламе, но он отказался. Я был удивлен решением по делу Хабиба. $500 000 и 6 месяцев дисквалификации при условии, что он должен сняться в рекламных роликах. По-моему, это слишком сурово. Но что есть, то есть, сказал Уайт. Стал известен состав символической сборной турнира «Фанбет Кубок Матч Премьер», который завершился в Катаре победой московского «Спартака». В команду лучших игроков попали сразу 8 футболистов красно-белых. Сборная турнира выглядит следующим образом. На воротах Марината Гильермо из «Локомотива». В защите спартаковцы Айрон, Илья Кутепов и Георгий Джикия, а также Владислав Игнатьев из «Лока». В средней линии Денис Глушаков, Савьян Хани, Александр Ломовицкий из «Спартака» и зенитовец Олег Шатов. Пара нападающих также из команды красно-белых в лице Зе Луиша и Луиса Адриана. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в ближайшее время вновь сыграет за сборную Аргентины. По информации издания «Алле», Месси уже сообщил о своем намерении главному тренеру национальной команды Лионелю Скалони. Ожидается, что лидер атак каталонцев примет участие в товарищеском матче против Венесуэлы, который пройдет 22 марта в Мадриде. Напомню, Месси принял решение взять перерыв в выступлениях за сборную после чемпионата мира в России, где Аргентина прекратила борьбу в 1/8 финала, уступив Франции. Французский футбольный клуб «Нант» начал продажу футболок с изображением бывшего нападающего команды аргентинца Эмилиано Салы. Вырученные средства передадут его семье. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Сала подписал контракт на 3,5 года с валлийским Кардифом. 21 января самолет с аргентинским футболистом вылетел из аэропорта французского Нанта в Кардиф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. 24 января операция по поиску самолета была прекращена. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисков в частном порядке. Трансляция матча «Алмаз Алросы» с «Дельтой» вошла в список лидеров высшей лиги страны по количеству просмотров за минувший игровой уикенд. Статистика приводится на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России. Встреча 16-го тура, которая завершилась победой мирнинцев над астраханцами со счетом 5-2, расположилась на второй строчке рейтинга. Трансляцию этой игры посмотрели 2731 человек. На первом месте оказался матч между Грозненским Беркутом и Газпром Югрой из Югорска, который посмотрели 2876 зрителей. Тройку лидеров замкнула встреча Саратовской «Волги» с Нижегородским Оргхимом, которая набрала 2249 просмотров. Якутские пловцы успешно выступили на крупнейшем турнире Дальнего Востока. Участниками старта стали лучшие школы плавания практически со всех регионов Дальнего Востока и Сибири. Спортсмены от 12 до 9 лет соревновались на дистанциях 50, 100 и 200 метров разными стилями плавания и в вольном стиле на самом протяженном заплыве на 400 метров. Сборная Якутии завоевала 9 медалей. Особенно отличились воспитанники Мирнинской школы плавания. Они завоевали 8 медалей, из них 2 награды серебряного достоинства, а также 6 медалей бронзового отлива. Еще одну бронзу завоевала спортсменка из Якутска.
Это были все новости спорта к этому часу. Следим за новостями. До встречи!